Вера Душкевич – известная в Якутии личность. Долгое время возглавляла благотворительный фонд «Харысхал», который помогал семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Потом работала в Паралимпийском комитете республики, помогая развивать адаптивный спорт и физкультуру. Пару лет назад Вера Петровна пропала из публичного поля в Якутии. Оказалось, все это время она проводила на Донбассе и в Ростовской области, где работает с ранеными бойцами в Якутии и является связующим звеном между миром гражданским и военным. То, что у них совсем по-другому все, система, структура. Военная медицина и гражданская медицина, они очень сильно отличаются, например, да. То, что мы считаем там какие-то и у них очень строгая иерархия есть, да. И получается как, даже все равно уже анализируешь, как это вообще, да. И смотрите, у нас больше 80 регионов по всей России, да. Одна территория большая и 80 регионов, которые самостоятельно живут своей жизнью, да. У военных на этой же территории всего 6 военных округов, да. И они, оказывается, веками уже живут в параллельном мире с нами. Мы просто, якутяне, этого не знаем, потому что у нас, военизированные у нас кто там? Военкоматы. Там где-то в Тиксе одна часть, там где-то там этот. Но глобальных таких управлений военных у нас нету. Поэтому мы не сталкивались с этим, и мы не знали вообще, что рядом с нами есть такой параллельный мир, мир военнослужащего и мир гражданский. Вся у них система, эта судебная система, да, это военная прокуратура, военная полиция, у них даже есть своя военная автомобильная инспекция, у них есть свои эшелоны, поезда, у них своя авиация есть. То есть это настолько похожий на наш мир, но он все военный. Уже не единожды многие отмечали, что такой поддержки, которую оказывает Якутия своим воинам, находящимся в зоне специальной военной операции, не имеет ни один другой регион. Я встречаю очень много волонтеров, очень много желающих помогать, да, но это все событийно. А у нас, смотрите, с 11 ноября прошлого года до сегодняшнего дня, как мы сейчас сидим, да, ни одного дня не было, чтобы не было волонтеров из Якутии в Ростовском госпитале. Да? У нас в Ростовском госпитале, получается, мы подписали соглашение, и не только с нашим госпиталем Ростова, там и с московскими госпиталями подписано соглашение единым координационным центром. Да? И согласно этого мы имеем право и находимся там рядом. Благо, что они позволяют нам находиться рядом. Это нужно понять, то, что военный мир, он такой агрессивный, он мужской. Это совсем не женское дело на самом деле. Да? Но дело не в агрессии, а дело у них дисциплина и еще раз дисциплина. Если ты нарушил дисциплину, все, вопросов нету. Уже, как говорится, даже невозможно за кого-то заступиться. Да? Наша задача именно взять собственноручное заявление у бойца, да, и подтвердить его ранение. И документы мы собираем по фотографиям, и все это заверяется в едином координационном центре и сразу отправляется в Минтруд. И таким образом ребята, еще находясь на лечении, могут получить эти свои выплаты. То есть кто-то помогает, что родственники приезжают к ним, да, кому-то дополнительные какие-то средства, лечения нужно, да, и это очень большая поддержка, да, то, что у нас эта схема такая проработанная. По сравнению с другими регионами такой адресной и повседневной работы таковой нету, получается, да. И потом Министерство здравоохранения, да, тоже через линию Министерства здравоохранения у нас приезжали медики-волонтеры, именно хирурги, анестезиологи, именно помогали военным, чтобы хоть как-то отдохнуть
передохнуть, да, вот, чтобы какое-то хоть дежурство получилось или как-то так. Потому что сейчас, глядя, как работают вот, военные врачи, это очень сложная работа. У них вообще вот каждый день, и у нас нету выходных, у нас нету праздников. За время работы с семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, Вера Петровна уяснила, что адаптация и развитие возможно только при условии эмоциональной связи матери и ребенка. С ранеными бойцами та же ситуация. Родные и близкие должны эмоционально поддерживать своих ребят. Вот у меня звонит мама, мама звонит, вот у меня сын с ранением, там тоже, и Айман Дайман была, ну сильно вот, как, чего, кого, что там у нее, а ее вообще вот телепает, я говорю, успокойтесь, пожалуйста, говорю, он не спит, там это, то все, 5-10, я у нее спрашиваю, а вы спите? Она говорит, нет, вот сейчас берете валерьянку, теплый чай, ложитесь спать, и он будет спать, говорю. Да? Положила трубку, и на следующий день только звонит. Ну что, поспала, говорю? Да. А сын поспал? Да, говорит. Прошу каждую жену и каждую супругу, каждую маму, они энергетически связаны со своими сыновьями, со своими мужьями. И они вот это могут дистанционно регулировать вот этим их состоянием, чтобы они могли своим спокойствием, своей уверенностью, своей вот жизненными позициями, да, не негативными, а вот позитивными, они вытягивают ребят, они вот именно вот щит, вот, чтобы оно больше было, да, чтобы таких моментов было такое, что здесь не все так просто. Поэтому я очень прошу матерей просто каждый день молиться, а не просто молиться, просить прощения у всех и вся, и за сына. Потом именно признаться в любви и быть благодарным всему. Только так можно все это, как сказать, ну, связать. Поэтому я сама каждый день за всех и вся. Ежедневно Вера Петровна общается с десятками парней, попавших в госпиталь, и к каждому находит подход. Хотя чаще всего им требуется просто человеческое общение и понимание того, что они нужны, что о них помнят и заботятся. Захожу в палату, тоже наш вот махсоголовский парень, он такой: сеструха, посиди, дай на тебя посмотреть, ты же из Якутии, говорю. Да, говорю, я из Якутии. И вот сидим, ну, всегда вот каким-то другим настроением нужно туда идти, а не с тем, что ой, бедные, несчастные, там это, да. Это наши мужчины, они герои, каждый он герой, и каждый он, как сказать, у них свое решение, то есть только с уважением относиться, да, вот, к их решениям, да, никаких вот этих, вот, и сеструха, посиди, дай на тебя, ну, сижу, хорошо, потом так резко встает и, ой, блин, а вчера у него вот ампутация ноги, да, без ноги, ой, забыл, ну ладно, пойдем покурим, сможешь, говорю, смогу, легко, говорю, выхожу в коридор, нахожу коляску подвожу, давай, говорю, садись, пошли. Он садится, мимо проходим другой палаты. Они там друг другу позывными перекликаются, а потом говорит: давай его заберем. И на меня так смотрит. Без вопросов, говорю, заберем. Выходим, захожу в палату, ну так зашла, да, а там тоже без ноги лежит. Блин, думаю. И вторую коляску подвожу, там садимся, и все мне помогли, там ребята помогли, и мы спускаемся вниз, и сидит такой: о, как хорошо, вот тишина, и да. Сидят, разговаривают, и ноги на ноги, так, и сидим. А потом, ну, вижу, что грудь начинает падать, да? Говорю, ничего страшного. Протез поставят, говорит, еще в футбол поиграем. Ну да, конечно. Есть, говорю, футбол для ампутантов.
будем играть. И они спрашивают: сеструха, ты кто была в гражданке? У меня спрашивают: сеструха, ты кто была в гражданке? Ну, я и сейчас вроде бы гражданская. Ну, ладно, думаю, отвечу так это. Я говорю: я в гражданке работала в Паралимпийском комитете, говорю. Паралимпийский комитет, адаптивная физическая культура, говорю. Это все, что вот, наверное, всю свою жизнь, вот с 2002 года, получается, да? С 2002 года вот именно движение адаптивной физической культуры вот именно в республике, вот, да, и там отдельная команда. Потом вот благотворительный фонд Харысхал, да, это тоже с детьми с инвалидностью но мы там нацеленно делали работу именно с родителями, да, именно психологическая поддержка, именно вот то, что не делает, то, что, как сказать, то, что нужно вот самим родителям. Да? Потому что пока родитель не примет диагноз ребенка, он дальше не сможет помочь ребенку. Здесь то же самое. Пока ребята не примут свой диагноз и свою вот ситуацию, пока не будет принятия, они не смогут дальше вот это смотреть свое будущее. Вот с Ленска, с Мирного, русскоязычные наши якутяне есть, они просят всегда разговаривать по-якутски. Ну ты же не понимаешь, говорю. Нет, но все равно это родное, говорит. Так хорошо, когда вот якутскую речь слышишь, говорят. Вот. Иногда бывают ребята, которые приезжают и говорят: ой, как давно я не разговаривал по-якутски. И сидит, разговаривает. Вот по-якутски, когда разговариваешь, это сразу, как сказать, ребятам дает такой родное, что-то такое. Вот. Я вот как раз тоже девочкам всегда говорю, мы пока сейчас даже практически не понимаем то, что мы делаем, да. Вот здесь же получается такой хаос, такой вот все происходит вот такое, и вот с такого вот именно с передовой вот выходит вот ранения получившие, да, вышли, и потом получается приходит, и тот по-якутски с ним разговаривает, да, вот. И в момент, когда они начинают разговаривать по-якутски, начинают вспоминать свою родину, там, и сразу вот 9000 километров стирается, как будто ты у себя дома. Для них это очень важно, когда вот даже в палате лежат, и ты приходишь, и все вот, ну, что тебе еще нужно, какая нужна, вот, то есть... Но в основном ребята говорят: нам ничего не нужно, просто посиди, поговори. Вот так вот, такое. Поэтому очень важно, когда твоя родина ногами приехала к тебе. Сейчас, спустя столько времени, проведенного в разъездах по госпиталям и медсанбатам, Вера Петровна говорит, что, видимо, всю свою жизнь готовилась именно к этой работе. Для них это важно, когда в них видишь не калеку, а видишь воина. Для них это важно, то, что относишься к ним таким, ну, то, что вот, ну, случилось, да случилось, ну, что сделаешь, ну, что страшного, дальше еще, ну, заживет, и все нормально будет. Вот, поэтому, наверное, вот из-за этого как-то мне вот это... Я вот назад, когда смотрю, думаю, вот все, что я делала до слова, да, до общения с ребятами, вот это мне, наверное, была репетиция, чтобы работать и, как говорится, какую-то вот ниточку, веточку дать ребятам, чтобы у них в дальнейшем было все хорошо. Потому что когда они приезжают, мы же очень далеко от Якутии, да? И когда начинаешь на родном языке разговаривать, достаточно вот этого, чтобы поговорить с ним, просто поговорить, да? И вот этого достаточно, чтобы они уже с этого хаоса, с этого вот этой, который в голове, вот этой, с этой физической боли, вот с этих обид, вот всяких разных, они немножко отходят от этого. И они уже возвращаются немножко в мирную жизнь, получается. Ежедневно Вера проезжает сотни километров. С утра она в Докучаевске, после обеда в Новой Ялте, а к вечеру возвращается в Ростов-на-Дону. Очень часто Вера Петровна ездит одна.
И, конечно, бойцы, которые видят маленькую хрупкую женщину, в одиночку рассекающую по всему Донбассу, начинают за нее переживать. Я же бываю иногда бываю одна, иногда бываю не одна, да? Но я всегда, вот когда я один раз вот приехала одна, и мне ребята говорят: ой, вы одна, почему вы не боитесь? Говорю, а вот, понимаешь, говорю, нас очень много. Вот, я говорю, не одна, я не чувствую себя одинокой, одна. Почему? Мы в машине не помещаемся, говорю. Часть предков моих впереди, говорю, часть сзади, говорю, слева, сбоку, справа, говорю, и часть сидит рядом со мной, говорю. Поэтому, вот, в принципе, я не бываю одна. Вот, на самом деле, такой. За время своего пребывания в Ростовской области и на новых территориях Вера Петровна и ее команда смогли выстроить четкие алгоритмы по работе с ранеными. В конце прошлого года к ним обратились представители Ханты-Мансийского автономного округа, Сахалина и Камчатки. Теперь под крылом Веры Петровны уже 4 региона. В нашем госпитале в декабре 2024 года на меня вышел руководитель такой гуманитарной миссии Ханты-Мансийский ЮГРА, да, Эдуард. Мы с ним встретились в Луганске и, посидели, поговорили там, как вы работаете, как мы работаем там. Он говорит: можно, говорит, с вами, говорит, давай, говорю, конечно, вот ваших ребят тоже там есть. И они вот в декабре 24-го соорганизовались очень хорошо и тоже приехали, работают. В этом году, в 25-м году, да? Нет, в декабре 24-го года приехал у меня Сахалин. Приехала министр социальной защиты, подписала соглашение с госпиталем, увидела, как мы работаем, и сейчас они соорганизовались и отправляют людей тоже к нам работать. Да? Потом буквально вот месяц назад подключилась Камчатка. А Камчатка у меня в 24 году выходил на меня молодой человек, который принимает участие в «Время героев». Да? И вот про наш проект, получается, про нашу работу, и я с ним вот списывалась, разговаривали, объясняла все так, да. Потом он уже уехал, и этот проект передали другому человеку. Сейчас Министерство молодежи у них, да, взялось за это, и вот тоже по два человека отправляют, получается, в командировку в госпиталь. И, конечно, с госпиталем работы очень много. Это прохождение внутренней безопасности каждого человека, да, это проверка ФСБ, там вот много всяких разных нюансов, бумажек, там да. И буквально на прошлой неделе замполит меня вызывает, говорит: Вера, ты у нас самый старый. Мы тебя уже так давно знаем, говорит. Возьми под крыло, пожалуйста, новичков. Вот, да? И, конечно, мы сейчас, получается, Камчатка и Сахалин с нами, и они, мы разделяемся, и фронт работы, задачи совместно со старшими медсестрами мы распределяем. И, конечно, им нужен человек, который один связующий человек, и вот таким связующим, получается, в госпитале я. Находясь в отрыве от дома, от семьи, Вера Петровна не теряет оптимизма. Ведь от ее настроения, от ее взгляда на происходящее зависит и настроение ее подопечных. Я уже каждый раз говорю, у нас каждое утро День Победы. Потому что каждый прожитый день – это уже победа. Покуда мы все вместе чувствуем вот эту победу каждый день, это уже победа. То есть начинать думать о том, что когда-то что-то будет произойти, мы знаем, что это все закончится. Я 100% уверена в этом. А вы знаете? Оно закончится? Закончится же. Вот. Мы же знаем, что будет победа. Будет. Так же. Вот. И поэтому этот день, он каждый день, каждый прожитый день, это уже победа. Поэтому ожидание – это тоже один из таких эмоций, которые направляют твою силу не туда. Я так считаю. Почему? Потому что, когда ты просто сидишь и ждешь, у тебя время... Вот кто любит ждать? Никто не любит. Вот. Просто нужно проживать сегодня и сейчас. И все.
Я знаю, что победа есть, и это я ее чувствую, я ее знаю, она есть. И просто сегодня мы просто идем вперед, вперед, вперед.